Не зря же говорят, тренеры как второй родитель и психолог. Варя с Ганей – эталон, могу сказать, семейной пары. Скоро начнем выигрывать. Выигрывают те дети, которые одаренные. В первую очередь дисциплина, потому что у нас японский вид спорта. Даже был случай, когда привели 2-летнего ребенка, и он занимался в памперсах. Я же беременный выиграл турнир. С детства у меня ничего не получается. Бокс пойду, там меня побьют, там вольную борьбу меня закидают. Муж, тренер, бизнес-партнер и все в одном лице. С тех лет я вырос. Тысячи объявлений под рукой. Купи, продай, закажи услуги в приложении «Доска ЯКТ». Сэкономьте свое время. Закажите доставку еды. Огромный выбор блюд в приложении «Еда ЯКТ». Ищите работу или подработку? Тысячи вакансий на работа ЯКТ. Каталог новостроек в городе Якутске. Подробное описание проектов «Строй ЯКТ». Купить билеты онлайн и найти информацию о кино, развлечениях Якутска. Афиша ЯКТ. Сервис по поиску и онлайн-бронированию мест отдыха. Домики ЯКТ. ЯКТ.ру. Компания, которая разрабатывает полезные IT-продукты. Спасибо нашим спонсорам ЯКТ.ру и строительной компании «Концепт-строй» за поддержку выхода этого выпуска. ЯКТ.ру – это цифровая экосистема сервиса для жителей и гостей Якутии. Выбирайте приложение ЯКТ.ру. «Концепт-строй» – это компания полного цикла по строительству частных домов. Возьмет на себя все вопросы по строительству вашего дома мечты, начиная от подачи ипотеки до заселения в дом. Обязательно досмотрите выпуск до конца. В конце будет розыгрыш приза. Всем приятного просмотра. Приветствую, друзья! Сегодня выпуск будет на русском языке. И если будут якутская речь, то будут обязательно субтитры. Сегодня у нас в гостях школа единоборств «Темпл» и его основатели Гаврил и Варвара Дехада, официальная такая, Семеновы. Добрый день! Добрый день! Как настроение? Отлично. Это ваш первый выпуск, да? Ну, подкаст или первый. интервью. Это уже большой сюжет будете? Ну, мы всегда смотрим подкасты, но Никогда не принимали еще участие. Так что первый опыт нам тоже очень волнительно. Но надеюсь, все хорошо пройдет. А когда пришло, вы же ко мне пришли, и давайте подкаст снимем, сюжет снимем. Когда это вот появилось желание сняться? Желание появилось, на самом деле, вообще желание появилось давно, но уже в этом году, когда у нас было 2-летие со времен открытия школы, так скажем, да, мы уже решили, надо чуть-чуть масштабироваться, и чтобы уже больше людей знали о нашей школе, вообще о нас, как о боевой семейке, да, и о том, какая у нас миссия, какие цели. поэтому мы ждали момент. Всегда вот когда ждешь, думаешь всегда наперед, потом наступает момент, вот сейчас надо пойти и договариваться. Потом уже написали, встретились и уже договорились, что осенью начнем снимать выпуск. Мы же летом встретились, те? Нет, это было весной. Вообще в апреле. весной. Да, это еще до чемпионата России, до всех этих событий. Долгосрочный проект. С тех пор много чего произошло. Да. Начинаем знакомство. Представьтесь, откуда вы родом, чем занимаетесь? Начну я. Меня зовут Гаврил Семенов. Я из Ольнёкского улуса, село Оленёк. Все детство я занимаюсь спортом. С 1 класса занимался, как и все деревенские дети, занимался и боксом, и футболом, и борьбой, всем, что есть в секции. Во всех секциях занимался каждый день. И постепенно увлекся этим спортом, то есть. А так я сам неодаренный. У меня все через труд. С детства у меня ничего не получается. Бокс пойду, меня побьют, вольную борьбу меня закидают. Футбол пойду, футбол более-менее играл еще. А по части хобби, рыбалка, охота в Оленёкском? Есть, но меня почему-то отец не привил к этому. Рыбачить я умею и езжу на рыбалку, а так, чтобы не то, чтобы любимое дело. Я думаю, со временем уже, когда уже лет 50, я думаю, уже начну охотиться. У меня друзья, одноклассники охотятся, охотой занимаются, поэтому я надеюсь, что через 20-30 лет уже сам займусь тоже этим. Значит, биться будем до 50 лет, да? Я планирую биться до 40, наверное. Пока здоровье есть, я буду драться.
Меня зовут Варвара, многие знают меня уже как Варя Темпл, уже потихоньку, по чуть-чуть развиваю свой личный бренд, так сказать. Родом я из Горного Улуса, родилась в селе Бердигистях. До 5 лет мы жили в Бердигистях, и потом родители переехали по работе в Якутск. И я, конечно, соответственно, с ними тоже переехала. Уже училась в Якутске, и дальше уже вся жизнь у меня происходит то есть была в Якутске. В спорт меня привел отец. На самом деле я вообще с детства сама тянулась к спорту, потому что отец у меня сам спортсменом был, занимался масс-рестлингом тоже. И, соответственно, он постоянно и бегал, зарядкой занимался. Мы даже обливались водой зимой в минус 50, выходили про нас... Детка Лыры. Про нас писали в газетах даже, она плюс, я помню. И в какой-то момент на играх «Дети Азии» в 2004 году мы смотрели с отцом телевизор. Мне понравился такой вид спорта, как дзюдо. Я отца попросила записать меня на дзюдо. Он осенью по ошибке записал меня на тэквондо. Я прихожу на первое занятие, я уже мысленно настроилась, что пришла на дзюдо, там броски, там борьба. Я прихожу и не понимаю, что происходит. Все там ногами что-то машут, бьют. И я потом спрашиваю у девочки уже под конец тренировки, а это что за вид спорта? И она на меня так смотрит, говорит, тэквондо, а ты куда пришла, типа? И вот таким образом я осталась в тэквондо, но мне понравилась атмосфера, понравился тренер, и окружение понравилось. Так и осталась в этом виде спорта. Как сказал Гаврил, я тоже была неодаренной. У меня был лишний вес, я была девочкой-переростком. И даже тренер мой всех перевел в ДЮСШ, в спортивную школу, и я до последнего занималась с малышами, прям до синего пояса, помню. Очень большая была, самая большая в группе, и там были дети с белыми поясами. Я с ними тренировалась, технику изучала. До тех пор, пока в 2008 году не приехал другой тренер, я помню, с Владикавказа. Он приехал и что-то смотрел, и с тренером моим разговаривал, а потом он говорит, вот эта девочка. И мой тренер подозвал меня к себе и говорит, сделай вот эту связку, побей вот такие удары. Я побила, потом что-то они посовещались, и после этого мой тренер сказал, все, Варя, ты с завтрашнего дня приходишь в ДЮСШ-4, там будешь со сборной заниматься. Я так обрадовалась, вообще я просто сияла от счастья несколько дней. И вот после этого я приняла участие на своей второй республике. Первая республика у меня вообще неудачная была, там тоже я проиграла сразу. Приехали мы в Хандугу, помню, как вчера вот было реально. С Якутска в Хандугу участвовать-то? Ага, это чемпионат республики? Первенство республики было. Ага. Я помню, прям в автобус сели и всей командой поехали, нас было очень много. Мы приехали туда, и первый бой, я помню, выиграла досрочно, и все удивились, кто эта девочка. Потому что до этого я вообще нигде не светилась, ни на каких соревнованиях, ни на каких сборах. Первый бой выигрываю, и второй бой финальный. Нас 4 было в весе, по-моему. В финале тоже первого номера выигрываю, тоже досрочно. Конечно, все очень удивились, откуда такая появилась. И вот с тех пор я уже вошла в сборную, принимала участие на играх Дети Азии. На Дети Азии заняла 2 место. И с тех пор уже началась моя профессиональная карьера, так скажем, в тэквондо. Дальше в училище Олимпийского резерва поступила по своему желанию. И уже после училища в РГУК-СМИТ в Москве я тренировалась. Как вы познакомились? Word. Можно я расскажу? Давай. Ладно, давайте Гаврил начнет и послушаем его версию. Потом соединим. Все равно спорт связал нас. Варя говорит, что это дзюдо, хотела заниматься, да, и как так получилось, что все равно жизнь связана с дзюдо. У нее подруги дзюдоистские, я дзюдоист. Мы познакомились через интернет, ВКонтакте. А так я с Леной Васильевой, Леночка Домингес, она наша подруга общая, тоже дзюдоистка. С ней мы не только с ней, а с командой поехали в Монголию на сборы. И из парней все куда-то уехали вроде, а я остался и одолжил у нее ноутбук, чтобы фильмы смотреть. И там папка была в фотографии, и я начал фотки смотреть. Увидел Варю, и потом спросил, кто это, что за девушка. И потом... Хайна, кто такая? Это такая высокая, очень превысокая. Рослая девочка, да. Такие заметил ее, на фотках сперва заметил, в жизни не видел. На фотках понравилось, потом по приезду уже в Якутск ВКонтакте добавился, друзья. Но она не добавляла вроде долго, да. Потом уже как-то резко. Мы очень долго дружили, так общались.
И потом уже, ну, дружба переросла в любовь и в семью уже. Дядя, теперь версия Да, вот, ну, когда он добавился в друзья, я что-то, ну, сразу не заметила, потому что в те времена же очень много всяких заявок было, они все висели. Вот, и помню, был майские праздники, и что-то скучно стало, я стала смотреть заявки, и смотрю, Гаврил Семенов, общие друзья очень много. Ну, там Лена, Нергуяна, все-все-все общие друзья, спортсмены. И я заинтересовалась, я зашла на его страницу, там фотографий вообще не было. Конечно, сразу же у Лены спросила, кто такой Гаврил Семенов. Она говорит, это мой друг, он такой хороший, там, ну, начал с положительной стороны его описывать. Но стало интересно, добавила его в друзья и спросила, мы знакомы? Я не знаю, почему так сразу спрашивают, но первый вопрос такой был, мы знакомы? И он мне отвечает, нет, но я знаю о тебе все. Чуть-чуть как... Ну, я у Лены уже, когда в Монголии были... Все разузнал, да, оказывается. Ну, вот с тех пор мы начали общаться, и где-то год общались, и мы даже не виделись вообще. Да, чисто жили в одном городе и чисто переписывались ВКонтакте. И только через год, 1 июня, чемпионат республики по дзюдо был. И все девочки, я тогда в ОРе училась, в училище, все девочки, которые со мной жили, они собрались на этот чемпионат. Ну, пойти посмотреть, кто участвовать, кто смотреть, кто болеть за кого-то, да. И так получилось, что я не хотела идти, потому что я знала, что там будет Гаврил. Я говорю девочкам, нет, сами идите, я не пойду. Все-таки они меня заставили пойти. Стеснялась-то? Да, что-то я стеснялась там сильно. Потом все-таки пришла на эти соревнования и смотрю, Гаврил тоже стесняется. И он за километр меня обходил вот так вот. А потом все-таки сел на трибуны, я чувствую, что он сел сзади меня, и они с Леной разговаривают. И Лена такая, а чё вы, типа переписываетесь и даже не общаетесь? Потом я уже посмотрела на него, ну и уже первый раз мы так увиделись. Вот, ну, уже на соревнованиях, да. Ну, и тогда Гаврил выиграл, первое место занял. Потом уже встречи стали там почаще, но он уже начал... первое свидание у нас было вылазка на велосипедах. Мы до Орто-Дойду доехали, да? Не доехали. Сначала не доехали, да. До Владимировки доехали. Ну, мы не подготовлены были. Мы аренду взяли и просто поехали. Ну, там неподготовленный велосипед очень плохой. Да. Не поедешь далеко. Потом на втором свидании уже доехали. 50 километров. Это какой год? 2010? 13-й год. Потом мы еще 100 километров на велосипеде ездили. Ну, это да. Ну, это уже недавно было. 2 года назад. На Норильском тракте, да? До Магараса. До Магараса? И обратно. 100, и получается 200 километров. 200 километров. Жестко. 7 часов, да. 7 часов туда и 7 обратно. Где-то так. Ну, не торопясь, спокойно ехали. Спокойно, да? Романтика была. Романтика. Чай, май, бутерброды. Какие качества вы считаете самыми ценными? Ну, у нас вообще одинаковые чуть-чуть, ну, как черты, по зодиаку характер. Не одинаковые, да? По зодиаку нет. Я лев, он весы. Но мне нравится его целеустремленность. То есть, если он поставил цель, то он обязательно старается достичь ее, трудолюбие. Он очень трудолюбивый, очень много работает, но иногда, конечно, чуть подбешивает это. Но чересчур уходит. Даже чуть-чуть, можно сказать, не умеет отдыхать. Но мы учимся постепенно. И мягкость, доброта и твердость. Мягкий, но одновременно твердый, да, так. Мне нравится все. Нравится вот то, что она тоже более активная такая, умеет свою точку зрения поставить. Там, она иногда может говорить даже «нет». Я не умею говорить «нет». Я всем соглашаюсь, всем стараюсь помочь, угодить, а она может, отказать в чем-то там. Она, не знаю, для меня какой-то человек, который нужен им для меня. А то бывает... Мы реально дополняем друг друга. Да, дополняем друг друга. Она если бы не она, мы бы не открыли школу, я бы не сделал этот шаг. Если бы не она, я бы не снимался бы нигде, не проявлялся бы нигде. Поэтому для меня нужен такой человек. Не знаю, мы дополняем друг друга. Она очень человек-бомбочка, я говорю. Всегда хочет быстро, а я медленный такой, спокойный. Как будто есть цель, и иду к этой цели медленно, спокойно, плавно. А у нее там цель, пошли, сделаем. Типа такого. Здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. И все равно это хорошо и плохо с одной стороны тоже. И поэтому мы друг друга дополняем. Иногда я к ней прислушиваюсь, а иногда она ко мне прислушивается. И иногда дополняем, поэтому в этом случае.
Ну вот как раз переходим к цели. Цель темпл, да, школа единоборств. Как вы к этому пришли? История создания. Ну, мы всегда мечтали, когда мы вот даже начали встречаться, мы же вдвоем спортсмены, и всегда мечтали открыть свое детище. Ну, это же наше любимое дело, спорт уже наша жизнь. И мы хотели открыть свое детище, чтобы популяризировать единоборство. И ну как-то постепенно, плавно к этому пришли. Шибат гаста кигота келде. Той мне бача же кинеге да спипит, сучеге келде на апты. Так деттен бемнен пит уже бүгүн агыллактан маннык будук мероприятиялары мен врачу тогда постоянно. Хэллоуин, ханайжа образ мероприятияларын врачу тогда они чепите да аны валин. Примерно уже билет когда вот это ходить будет. Это им бегали рахновос, конечно, когда контингент ого арас возра. Это хастава бар, он не хастава блин, он тут верханаус. Это бир интерестерин тавахатахын надо. Интерейне болырым курдук барларыгар. Ата опыт бар болуна хамандавыт көмлөһө неген үчөй байтык аста, бартын түрген байтык мортувот, на Аллах вилятим. Это бяя кырдык стресстан албытым, конечно. Бүгүн уже үчөй бай настроениялактарым мен, бартын хомудамын, онна үчөй байтык аста. Ата в общем будинастиягар болбаха 200 ойын курдук жаркына жер билген. На счет 3. Итак, раз, два, три. Ура! Темпл туһунан беге отон 3 жыл курдуган нарата, 2 жыл курдуган нарата бастыкытын истеппит. Вот, сыя баятын дзюдо туһунан интереган бар быппыт. Той терген огого контактный вид спортага дзюдо травмобезопасныйга кирсер. Кыра эрдагаттан жарка килдерехтен баа булахана дзюдога самый шөп вид спорта. Мои дети занимаются в клубе «Темпл». Старший сын уже 8 лет, младший занимается 3 года. Сыновья занимаются дзюдо. Мы, в общем-то, выбрали спорт именно как больше по тренеру, наверное, чем именно по направлению. Вот с 4 лет Гаврил Платонович занимается с моим сыном. Это очень хороший тренер. Получается, спорт мы выбрали благодаря тренеру. Первоначально вводный спорт, он как бы такой легкий был. Больше бегать, играть. Сыну очень понравилось. С тех пор он ходит на дзюдо. А младший пошел по стопам старшего. Мы стараемся прислушиваться к своим детям. Вот, наверное, может, самое главное, потому что изначально спорт может не понравиться, но может понравиться. Но если ребенку понравился спорт, он будет стараться в нем. И какие-то достижения будут. Сыну очень спорт понравился, соответственно, и результаты есть. Ну, знаем Варвару Михайловну давно, как бы, да? И когда они уже начали открывать свои школы спортивные, зная, какой у них подход к воспитанию детей, мы решили отдать своего ребенка к ним. У нас 2 ребенка ходят к ним. Средняя дочка и младшая дочка. Ну вот средняя дочка Яна, да? Она начинала с плавания, но постепенно вот перешла в тэквондо, потому что здесь ей как бы больше нравится. Здесь атмосфера хорошая, видимо, и преподаются правильные принципы воспитания. Видимо, поэтому ей больше нравится. Ну, сейчас она дошла до уровня желтого пояса. Пару раз участвовала в соревнованиях. Начали мы с летнего лагеря, попробовали, то есть она занималась плаванием, и мы летом попробовали тэквондо, летний лагерь. И там ей очень понравилось. И поэтому потом уже впоследствии перешла на тэквондо полностью. Мен хамы хөбүлүрүм басколага ден кинилер бу кыйыныры экерепеттер. Кинилер буллагана күнай жарыктангын инникигер кыйыга келенден теллер. Оны оголор вакыт шөйдүк өйдүлөр бит. Үйрө көтө баралар тренировкага. Онтон берем. Кыргыттарга биле бихеме бастан биле үнкүгө эгин бере хатырети битсе. Онтон огдан баран бу кин хада жарыктыларын көрөм бараммын. Олусан эрбитим. Тогоча тахмехана бар наоборот кыргызга олус үчүгөй бахалакчы. Таны кемге химбир кыз күстах өйүн ханатынан даганы онда кыйганан даганы күстах болор мен хаңчугей. Мы ходим в Темпл уже 2 года и узнали об этом во время фестиваля, который был на стадионе Туймада. Как раз тогда Темпл только открылся, и Варвара Михайловна Афанасьевна давала мастер-классы. У меня дочка очень заинтересовалась этим, она попробовала себя, как раз у нее была очень хорошая растяжка, и мы решили, что осенью вернемся, после каникул, начнем ходить в Темпл. Сейчас у нее желто-зеленый пояс. Ей очень нравятся тренировки, и 1 раз она участвовала на соревнованиях, заняла 1-е место, у нее золотая медаль.
темпулы Инстаграмтан билбиппит, футболга хачан көрбите. Онна не его биттен токуйдаппит, онна валлана бу именно тэквондо хайырдем всесторонне развивает он их. А таган бутчияр, там элитен бутчияр, öğüne маннык хайыннар хэ. С мужем подумали, он бу тэквондога именно темпулга берех надинаты. Тойтахана темпл это новая школа диханаппыт. Тренер дарабаллана эдердер, бедрести дахтер, олин оголордел бабирхтер диханамы перепит. Имени прогадали дивин. Тренер дарбыттен вообще бля аныгылыттаха, оголорслыгнаттаха очень уютные люди, хэ. Именно семья курдуктар кинер. Бля машинально энкел бар жарктан дем вот хап кас видео микеллагана как твои дела хаддах үрагын тугу касыналдын да тавон кыныркты кинерге кахаллар хэ. Он билеман именно кинер креда бахтар ди темпл кредалах ол кредатын оголорга еще батик прививают. Манак целеустремленные инде курдухам он оголот билеман көрүтө меолар яр тренердарын көтөтеңге оны хэбилүппиге че жаргын канды көтөппе деген ырыйдагана ден редко же жарда болла деп курдук оны ырыйдаганлык трагедия өшө көтөтөн барбы. После окончания университета меня пригласили работать в Калужскую область. Я там работала 3 года тренером и уже более-менее набралась опыта. Ну, я там работала как тренер, да, но как... В частной школе. Как, частный да, клуб. типа как франшиза, можно сказать, да, потому что там руководство у нас было, но оно было не рядом, оно было вообще в другом городе. То есть я сама себе была и тренер, и администратор, и СММ тоже. Так успешно могла открыть свою школу прямо тогда, Да. Я во всех опыта набралась, там навыков набралась, и я уже потом через 3 года подумала, что ну, я как-то не реализовываю свои амбиции, что хочется чего-то большего масштаба, и уже после этого я оттуда уехала и через год переехала в Якутск, чтобы уже открыть школу. Ну, я тоже, как бы, всегда, мы об этом всегда разговаривали, там, про школу, про воспитание детей, всегда, как бы, потому что мы все равно спортсмены и всегда были в этом кругу. Ну вот мы в 2018 году, я тоже с Варей переехал туда и тоже там же начал развивать дзюдо тоже. И как вы хотели, чтобы ваша школа отличалась от других? В вашей школе что должно быть? Вот примерно такие же планы, наверное, были, да? Угу. Да. Первое, это вот, я как сказал, сообщество. Хотелось создать сообщество детей, которые были сильными личностями, которые могли там, ну, дружелюбной командой. Конечно, результат, он все равно будет, как бы, а самое главное, чтобы воспитывать в детях целеустремленность, трудолюбие, вот, воспитание, культуру. Самое главное вот это вот, а потом уже как бы результат. Результат это на последнем месте. Все равно ребенок, который хорошо занимается, там через 3, 4, 5 лет все равно дойдет до какой-то цели, до результата. Поэтому наша самая главная цель это вот воспитать хорошего человека. И я еще говорю вот детям, всегда говорю, что независимо там ты станешь олимпийским чемпионом мира, ты должен быть лучшим в своей сфере. Там, если я говорю, ты с кем хочешь стать врачом, тогда будь лучшим врачом. Учителем, будь лучшим учителем. Да. Ну вот воспитывать, пытаться вот, мыслить как чемпион. Ну, наша цель школа такая. Чок кеттинге, Аллах, рилс вырежем отсюда. Ну и вот, исходя из этой цели, у нас появилась миссия. Миссия — это воспитывать не только чемпионов в спорте, да, но и лидеров вообще нашей республики и нашей страны. То есть они должны быть лидерами не только в спорте, но и во всех сферах, которые они выберут. Вот такая вот у нас основная такая глобальная миссия. Вот. И исходя из этого тоже мы постоянно с детьми ведем беседы, что бывает такое, что, например, на соревнования они поедут, проиграют, и все, у них руки опускаются. Все, у меня не получается, это не мое. Вот. И мы с Гаврилом тоже, у нас никогда с первого раза не получалось, как он рассказывал, да, как я рассказывала. Всегда нам нужно было приложить очень много усилий, чтобы добиться какого-то результата. И мы поняли такую вещь, что если вы хотите добиться результата, вам нужно делать каждый день какое-то действие. И вот мы пытаемся вот эти вот ценности донести до наших детей. Систематичность, регулярность, целеустремленность. 10 секунд. Правая нога полусогнутая. 30 секунд. Смотри. Отлично.
Дзюдоға қас астырыттын оғылар жарықты кеді? Дзюдоға түйет астырыттан лаут бейі. Түйет уже астырыттан уже акробатическое упражнениялары, элементы дзюдо уже берет. Ото күсін тобуктан тусталар оғылар, кроғылар. Это стойкатан травмоопасно, поэтому пока тобуктартан тустауыт. Ата қас группаға арағаты қолы көрі? Кроғылар балылар, орта хастақ, оны улахан кластер енді өкілікте? Дошкольный, он на школьный день бар. То есть дошкольный день до 7 лет, он на школа олар. Басты класстан хеттис, ақсыз класс кірді. То улахан олар уже тоғыз. Гейлақтар, тоқтақтар, более спортқа тоғыз. Профессиональный деркнер олар, училищен писқа резерва жеркнелдер. Профессиональный олар тоғынан көпсетіққа. Кенлері қанна жарықты кеті, оны қайдақ бұғылақтық неделяға қастайын дейі күрдік. Профессиональный олар күнай деркнелдер. Хасырдатан кейхе, хасырда 11 артан, оны кейхе бестен училищен писқа резерва жеркнелдер. Оны ақсыз класстан ылауыт орға. То мантан бигиттен уже бироға келбіті был. Он то хилеме темплтан кирихтахтар сол. Ақсыз класска бир кыз кирихтах. Кені салғы сола қайдақ болар. Олимпиадаға тиен сөп болар. Олимпиада тиен хепо. Бибу биги татарченко Надежда Былрын был боже Олимпиада тоғыл путевкал бытай. Эми хатуртаата биги хакел бита. Он блин уже хүрбет өтілгі уже Олимпиада путевкалата. То блин дағаны тустаджар. Билин чемпионат России кис болды. Ты на шөйде. Онтан билин любительский олар көрі болаға келген неделя қаста жарықналары, оны жарық нагрузката қайдағы, оны жарық ұхуна. Дегі өрік жарықналары. Мен группам уже более опытныйдар, 1,5 час. А так новичоктар балдар, атын тренерға олар час күді жарықналдар. Онтан бейіне уже более опытный, поэтому 1,5 час жарықналды. Неделяға үсті жарықналды, но басқығыня ден бар был. Это либо день борьбы, либо игровой день. Игровой день дем баркелелер, онюллар, минтиллер, он обещалер. Били филиал, үс филиалтан бары билгелен онюллар, он обещалер. Командный дух день. На борьбе же так не будет, Дархан. Человек сопротивляется, за счет сопротивления идет борьба. Если человек не сопротивляется, это уже не борьба. Если есть сопротивление, то это уже борьба будет. Поэтому, когда легкое должно быть, не сильное сопротивление, а легкое, чтобы человек понимал, куда направлять бросок, куда захват держать, как тянуть. Только тогда будет правильная работа. Бу дневник спортсмена дем бар өтті. Таспа күстәрі. Бу, аны көрдім, толар олар. Тренер байып тиянаты. Бу маны үші байтық көрдірен көпсең да. Бұл мандық мотивационный дневниктен толкуда опыт бігі оғылары мотивируй дұрға. Он арас тухтарнан. Кто-то наклейки делал, биги бичать территорию, смайлик. За посещение девушка. За посещение он дополнительные меры. Курахтагиге месте стороны за отличную учебу, он за сдачу пояса, дополнительные за домашние задания и дополнительный смайл хомер. Он на то был мотивационный, на что можно менять смайлики день. Вон смайлика сладкий приз, там брелок, блокнот, бутылка, кружка, рюкзак, футболка. То барта тухпалар. Ну, фирменный день темпл тухтах барта. Үләгы тухары хамы интернет түгәне кәпсәндә бухылары без дача туттырылырды. Кимере рекордный аксаны толор бутын. То блин биру овар, эседә муаҗ. Сүзчә смайлик тахпалар. Онда эседә тугда хайлик. Муаҗ. Масына берергә була. Муаҗ эседән. Блиндан дәкнәҗәр. Пөлбетмен тугыралар ул. А так иңне раз били тохтырга бу подарыктар же ол бараз били мероприятияларга бертелә чуть онны хомелдар голлар. Кружканы, например, хандыгара мероприятия кытыннагына көмнестөгүнө дополнительный приз күдү берет мотивационный. Ото бирого хахы отуту жөрдөн муспута онна 4 шоколад ласып. Өрбай муспута онна бигдекелен 4 шоколад ласып. Йока, хәдия күтүктө. Онна ото би неделяга тух хайбыт онна чемпионат тенату ната тух игровой день кудуман. Жарбыттагына чемпионат оңрот на призы, на сладкий приз. Жарга пятница айволар, либо суббота айволар. Вышибаланию будет, либо там захват флага, командный униотыут, то это где ого бастан келбит ого
хаятчы хотторон ытаатчылар даже билин уже үйрөнмиттер. Onu үйрөтелдер били олар хоттуруу ден бар, олар келеңделер бийик аяқпыт инден онду уже дәлерин кайылдар мотивациялар уже үйрөнелдер бу хоттуруу ден болохко бир бар ден болар. То и азарт тоже на кайылдар. Интерес болар, спортивный интерес. Он кеме мотивациялыйт. Зачем барбита не ставить? Ну, извините, уже поставили. Не было даже. Георгий, что не пришел на день барбита? Не смог. Не смог. Выспались? Завтракали? Отлично. Сегодня у нас вторник, это значит, у нас сегодня техника ног. Сегодня будем изучать, рассматривать технику юбчаги и связки с этим ударом. Хорошо? Будет очень много работы по ракеткам. Всем понятно задание? Хорошо. Вопросы есть по сегодняшней тренировке? Нет. Вопросов нет. Вперед! Пюне. Со скольки лет рекомендуется начать тренировки по тэквондо? По тэквондо вообще можно начать и от 3 лет, но мы принимаем с 4 лет. Но бывают иногда случаи, когда ребенок с 3 лет приходит, и он вообще уже готов к занятиям. Даже был случай, когда привели 2-летнего ребенка, и он занимался в памперсах. А до скольки лет вы собираете набор групп? Набор вообще у нас самые взрослые, это 15-16 лет подростки занимаются, а так есть группы для взрослых людей. Недавно мы открыли группу именно для взрослых, потому что был такой спрос, так сказать. А сколько дней в неделю тренируете и по сколько времени? У меня группы, получается, 3 раза в неделю по 1,5 часа. Мы в прошлом году по часу занимались, сейчас уже опыта у детей побольше, поэтому 1,5 часа увеличили нагрузку чуть-чуть. У вас массовый вид спорта или профессионально тоже тренируете избранных? Пока что массовый, потому что я, например, переехала только 2 года назад и начала только 2 года назад здесь, в Якутии, тренировать. Поэтому пока что работаем на массовость и уже исходя уже от этого будем смотреть на результативных ребят. Но уже есть ребята, да, те, которые возлагаете надежды? Да, конечно. И они в соревнованиях пока еще не участвовали или участвуют? Пока еще особо не участвовали. Но я вообще придерживаюсь того, чтобы дети в первую очередь обрели хорошую базу, хороший фундамент, и только после этого буду выставлять их на соревнования. То есть я пока не тороплюсь их сразу выставлять на соревнования, чтобы они какие-то результаты показывать. Потому что по большому счету в детском спорте, если честно, не так важен результат. Самое главное в детском возрасте привить любовь к спорту, а потом уже результаты, они будут как следствие. Ну, терпите. У меня был случай, я в студенчестве баловался, 3 месяца тренировался по тэквондо, и у меня же техники нету, поэтому постоянно повреждал ноги, ступни, голеностопы. И насколько травматичный вид спорта тэквондо? Вообще я считаю, что все спорты по-своему травмоопасны, но в тэквондо самая главная опасность заключается в том, что несоблюдение техники. То есть таз не довернул, опорную ногу не довернул. Бывали даже случаи, когда приходили студенты, да, вот как раз таки твой случай, и сразу становились спарринг. И они, соответственно, не знают техники. Они не знают, что нужно отворачивать под определенным градусом опорную ногу. И у них очень часто бывали повреждались колени. Поэтому самое главное, как я сказала, в детском возрасте, когда начинают заниматься, мы ставим очень хорошую базу. Тогда травмы можно избежать. И хорошая разминка, соответственно. Я подняла, удар сделала, собрала ножку, поставила вперед. Вперед. Давай, слева. Вот, молодец. Теперь справа. Вот, отлично. Вперед ставь. Технику отработали. Раз, два. Собрали ногу, поставили вперед. Степ, степ, степ. Раз, два. Обязательно ногу собираем. Раз, два. Будучи профессиональным спортсменом по панкратиону, да, по смешанным единоборствам, как помогает профессиональная деятельность при подготовке детей? Конечно, во-первых, во время соревнований, когда дети выходят, я отлично их понимаю. Как будучи сама спортсменка, я отлично понимаю их эмоции и помогаю им справиться с этими эмоциями. По большому счету, мне больше помогает мой бэкграунд в детстве. Когда я была ребенком,
И когда мои отношения с тренером, например, да, и я знаю, как хорошо и как плохо, например. Вот, например, мне не подходил стиль такой, типа, все, ты должна, ответственность огромная на тебе. Вот такое вот мне не подходило. И сейчас я больше стараюсь понимать своих детей, спортсменов, на соревнованиях, например. И, соответственно, их поддерживаю в нужный момент. И вот мы пришли к психологии, к аспекту, да? Не зря же говорят, тренер же это как второй родитель и психолог. Про это можете немножко рассказать, про психологию? Да, ну вот в таком возрасте, вот в детском возрасте очень тоже вот играет психология, очень сильно прям. Есть дети, которые очень стесняются везде, там ходят, не могут даже свою мысль, точку зрения отстоять. И хочется, чтобы такие дети приходили к нам и раскрывались. Потому что все равно атмосфера в зале дружелюбная. Но все равно бывает конфликт, это дети же. Но все равно стараемся, чтобы дети раскрывались, чтобы научились за себя подстоять, свою точку зрения отстоять. В школе у меня не было такого тренера, наставника, да, вот, который мне подсказывал, что я всегда стеснялся сцены, там, выйти куда-то, выступить. Там, и я детям говорю, не надо бояться, выйдите. Там, если есть танцы на школьных, идите, выступите. Там. Всегда хочется, чтобы ребята были, не боялись делать. Просто попробовали. Если даже не получается, то и попробовал, ничего страшного нету. Это наша миссия, это наше воспитание, которое мы передаем детям. Но по большей части психологии детей, да, играет роль не только тренер, но и родитель. Потому что там должен быть такой треугольник, да, тренер, родитель и... И с родителями тоже работа идет, да? Да, мы стараемся, да, с родителями больше тоже работать. И, просто бывают такие моменты, когда родитель давит на ребенка, например, возлагает большую ответственность на ребенка и говорят... Ты должен стать чемпионом. Да, ты должен стать чемпионом, заставляют выступать на соревнованиях, а ребенок этого не хочет, либо пока что не готов, либо пока не пришло время. И таким образом родитель, он сам не спортсмен, он не понимает, да, и начинает сильно давить на ребенка, потом ребенок проигрывает, соответственно, да, пока еще время не пришло, потому что в их возрасте выигрывают те дети, которые одаренные, да. Потом уже, когда они вырастут, тогда они уже, за счет своего опыта, они уже сравниваются и начинают выигрывать тот, кто больше пашет. Вот там уже никакая одаренность уже не поможет, если ты не трудишься, так сказать, да. И соответственно, родитель этого не понимает. Тот родитель, который не связан с спортом, начинает давить на ребенка, ребенок потом бросает спорт, да, в крайнем случае. Либо родитель переводит своего ребенка к другому тренеру. И вот так вот они по кругу ходят, меняют тренеров. По большей степени, мне кажется, в психологии надо именно с родителями работать. Не бывает же так, что ребенок сразу пошел и стал чемпионом. Спорт очень же сложный. Для кого-то есть дети, которые в юношеском возрасте показывают результат, но во взрослой не показывают. А наоборот, есть дети, которые до 18... Вот у нас есть пример, это Надя Татарченко, да, дзюдоистка. Она до 21 либо до 23 результатов не показывала таких. На первенстве России там нигде. До 21 только начала показывать результат. По юниорам, да? По юниорам, да. А сейчас она уже второе место чемпионата России там. Она еще путевку же получила. Путевку на Олимпийские игры даже получила, занимается. Всему свое время должно быть. Есть талантливые дети, которые, конечно, приходят, быстро учатся, но им и быстро надоедает. У них все быстро получается, у них получается все быстро, они выигрывают сразу и едут, могут без подготовки даже поехать на соревнования, всех раскидать, там выиграть. Но быстро надоедает. Да, потом быстро потухают такие дети, к сожалению. Иногда мы придерживаем детей. Есть ребята хорошие, но пока еще не время, чтобы он... стресс же все равно для детей соревнования. Мы поэтому внутриклубные делаем, чтобы ребенок готовился уже постепенно, уверенности набирал, потому что у нас соревнования проходят по четверкам делим, и это первый, второй и 2 третьих. Он проигрывает, но все равно медаль получает. Даже маленький ребенок, получив медаль, забывает о проигрыше. Есть ребенок, который проиграл и надевает медаль, которую он заслужил. Все равно заслуженно он получил, проиграл, все же проигрывают. Заслуженно, и он надевает эту медаль и ходит весь день с этим. И для него остается, что соревнование это позитивное. То есть мы в конце же
позитив он получив подарок, медаль, да, и запоминается вот это вот. И потом постепенно, конечно, он все равно с возрастом начнет же понимать, что не всегда так будет, как бы. Но все равно в детском возрасте у него останется вот про соревнования такие впечатления. Сегодня у нас идет внутриклубный турнир на призы Темпл. Проходят соревнования по дзюдо и тэквондо. Сейчас идут финалы по дзюдо. И в этот раз нам удалось собрать около 150 участников. И очень радостно, что с каждым разом уровень растет и количество участников тоже растет. Это говорит о том, что заинтересованность становится больше. И, соответственно, больше становится людей, которые вообще занимаются и тэквондо, и дзюдо. Общее количество 150 тэквондистов собралось больше, потому что не только из Темпла выступают, но еще выступают из клуба «Самородок» и «Спортбаза». И около 90 участников тэквондистов и 60 или 50 участников дзюдоистов. А дзюдоисты чисто наши из Темпл, из других клубов нету. А соревнования проходят на 2 коврах. На ближнем ковре проходят соревнования по тэквондо, на дальнем ковре по дзюдо. В общем, по тэквондо 3 судьи, 1 центральный рефери, который вызывает и следит за боем, и 2 боковых. По дзюдо 1 также центральный, по дзюдо 1 судья центральный, который фиксирует иппоны, падения, и как бы все нарушения фиксирует. Также у нас есть волонтеры, которые помогают детям одеваться и контролируют ход соревнований, соответственно. Вызывают тех, кого вызвали, ищут, точнее, детей. Потому что возраст детей от 4 лет, и поэтому не все слышат свои имена. И наши волонтеры очень сильно помогают, находят детишек, одевают их и, соответственно, приводят на зону соревнований. Внутриклубный турнир у нас проводится в 4-й раз. Первый раз мы проводили в 2022 году, второй раз в прошлом году, в 2023, и в этом году уже 2-й раз проводим. Летом проводили, тоже было около 100 участников, и сейчас, соответственно, чуть больше стало. И вообще мы планируем в следующем году провести большой такой фестиваль единоборств, где будет не только тэквондо и дзюдо, но и разные виды единоборств. И вообще хотим создать такой настоящий праздник спорта. Я помню, когда я была маленькой, у нас проводились фестивали боевых искусств, и на одной площадке там и тэквондо было, и дзюдо, и кикбоксинг, очень разные виды спорта, и было очень интересно. Мне кажется, это тоже такой прям как настоящий фестиваль и праздник спорта вообще. И такие фестивали очень часто проводятся в Корее. Мы не раз были в Корее на сборах, на соревнованиях, и атмосфера там просто потрясающая. Хотим что-то похожее сделать и в Якутске тоже. Скоро начнем выигрывать. Ну, конечно. Дождись только, хорошо? Обязательно. Даже у кого места нет? Ну, у тебя 3-е место to school. Вот эти? Да, все, иди жди награждения, хорошо? Только посюда не ходи, тут пиццу идешь. можно есть? Это для судей to school. За 2-е место награждается Стрельцов Арсений. И победителем стал Еремеев Арсений. Крохтевит шөбатык аста, бұғаңа хомиен тернен бітенервит, шөбатык асырдыттан ағалауыппыт, сүйіс бейхен чоғы барыты, наға шөйдік крохтевит аста, бары хөбіләтілер, астынылар, подарық пы қомынылар, мақтаны мәті бейхер көмілеспіт жон бұтыр, спонсордыр бұтыр, маннык оғылырға бұ анан крохтевитер бұтыр, көмі бол бұт jonға, Онна табу Малая академия наук тенерге ыттыбыт. Манна даренные дети келен өрнеллер, туғалы курс ағалар. Онна Василий Климович Павлов каме лахамақталбын тергемете. Маннык поддержкалыргар, онна бу бияқавы
курахтитер бутер здание берутигер. Еще батрасты, то самое главное травма-то хох, бары вьюры көтө хаятлар, күрүслер. То барта теңге аста, блин, это был оғалар бутун, тугунан транспортынан хай жауд. Аракты жауд, олеген үлі бағыта. Оны то был оғалар көріпіттергер улахан мақтал, бачарақ келен бейіне поддержкалан, оғаларығар, брағани көңір бұттарығар улахан мақтал бұн тердевін. Итағайыннар хорожан бәлері бейеқай тағайын бәлеріні бұттыра бейеқай анан. Олеген барығытыр, оғаларғыдың тағай бікітігер, мақтал, онына то әстеді күшкөлі лекпіл, жарқылық бүтен әріндірәуін. Вот вы проводите внутри клубные турниры, а есть желание провести там большой республиканский турнир, там Да. полурегиональный, всероссийский там? Ну, Варя всегда вот мечтала, чтобы провести фестиваль единоборств. И мы как-то решились, что в этом, в 2025 году хотим провести вот фестиваль единоборств. Если есть спонсоры, если есть желающие помочь нам в организации, мы всегда рады. Примерно есть это дохсун, мы смотрим, чтобы в один день, в одно время начались там дзюдо, тэквондо, ММА, еще какой-то турнир, чтобы все, для детей, чтобы в одно время, чтобы родитель даже пришел, посмотрел там ММА, посмотрел там бокс. В чем посмотрел. различие, например? И там же можно еще мастер-классы провести. Да, вот фестиваль хотим. Приглашенных там гостей. Да. Руслан Паисеев, Индия, куда-то, типа тэквондо, Нюргиан Кифарова, Индия, звезды вот автографы. Эти. Вот такое у нас, мечта такая есть. И это провести ежегодно, регулярно хотя бы. Мы хотим, вот сперва провести один раз и потом уже посмотрим. Все равно, когда вот организация турнира, соревнований, это очень энергозатратно, да. Очень сложно, поэтому, посмотрим, хотим провести в этом. Я надеюсь, все равно проведем, но как будет, уже дальше будем смотреть дальше. В основном кто преобладает, мальчики, девочки? 50 на 50, наверное. Но у меня в тэквондо очень много девочек, например. Если, например, вот девочка, наверное, вам дают, девочек именно, наверное. Скорее всего. Но если в дзюдо, например, у Гаврилы вообще девочек нет, либо есть девочка, 1-2 девочки в группе, да, то у меня преобладает, например, 60% это девочки, даже их больше, чем мальчиков. Значит, родители смотрят на тренеров, Да, но мы такую, закономерность заметили. А есть ли у вас среди учеников кто добился значительных успехов в спорте? Мы же школа новая, 2 года. За 2 года пока новички. Новички еще. Только пояса получают. И какие пояса можно получить в вашей школе? Там много поясов. Есть понятие такое, как аттестация. И в дзюдо, и в дзюдо, и в тэквондо. 2 раза в год в нашей школе проходит аттестация на пояса. То есть ребенок готовится и сдает на пояс, начиная с белого. То есть новичок приходит, сначала сдает на белый пояс. Это 10-й ГИП у нас. Ученическая степень есть, они называются ГИП. И так вот он каждый раз подтверждает свой уровень подготовки. Потом после белого пояса на бело-желтый сдает, потом на желтый, потом желто-зеленый и так далее, уже до красно-черного. Красно-черный — это, так скажем, как детский черный пояс. Это первый соревнования проводятся, да? Или как? Нет, это как экзамен. Просто то есть они стоят, прием. и есть вообще соответствующая программа аттестации российская. И они по этой программе сдают экзамен. Комбинация упражнений, да? Да, комплекс упражнений типа. Утвержденный. Но там скорее, наверное, по технике, да? Или силовая тоже есть? И силовая тоже есть. Там и техника, специальная физподготовка, ОФП, общая физподготовка. Все есть. И теория даже. Дзюдо тоже почти то же самое. Но только у нас 6 поясов. Меньше поясов. Меньше поясов, да. И в год 1 раз проходит. Желтый, там оранжевый, зеленый, синий. Сколько видов направления единоборств у вас в вашей школе? Вот тэквондо есть, основные тэквондо, дзюдо, ММА, бокс. ММА кто тренирует? Тоже говорил, да? Да. И бокс? Бокс у нас есть тренер. Олар хастырытты тәттәттен 15 кылды деп күді. 2 группа бар. Асарда оны яғни. Мен хана бар бокса характер берер, уверенность, он дисциплина бар главное.
сейчас работаете нормально, а потом там на соревнования пойдете, там платят еще делать. Здесь сейчас отработаете нормально. Оба заднюю подошву делать, оба устраивают. Приготовились? Я вижу, только маленькие ребята ходят, да, на тренировки. Возрастная группа какая у вас? Нет, у меня есть разная группа, получается, дети. С утра ходят там 12-13 лет, вот так вот. А с 15 у меня в основном младшие, ну там 7-8 лет, это школьники, вот так вот. Как бы просто тут так получилось, у нас записано так, что как бы у нас маленькие дети ходят обычно в субботу, в воскресенье, оттуда я отбираю тех, кто более-менее борется, отправляю их с 15:00, вот они все здесь и как-то пытаются между собой набариваются, мы их на соревнования отправляем, там они между собой все как-то борются, получается у них там медали. Так как ребята маленькие, методы тренировок в основном игровые, да? Да, у нас особо такой нагрузки нет, потому что в их возрасте мы как детей не пытаемся нагрузить, но также пытаемся им борьбу поставить. Ну, они же туда не просто ходят играть, там, я не знаю, развлечения. Они вот энергию, которую там на улицу получают, им некуда энергию девать, они все дома там начинают баловаться. Сюда приходят, начинают здесь все выплескивать. Но я не против, пусть дети, знаете, как-то в них в борьбу все уходит, так что все нормально, круто, если они борются. Для каждого ребенка мы как бы индивидуальный подход находим, и вот каждому ребенку определенную нагрузку даем. То есть не пытаемся ребенка нагрузить, что он где-то сломался или еще что-то. Каждому своя нагрузка. То есть есть пробная тренировка, да? Пробная тренировка, да, она у нас бесплатна. Можете приводить ребенка там, желающих родителей приводят, здесь бесплатно могут потренировать, конечно. И какие качества развиваются при тренировках по дзюдо? Дисциплина. Вот сколько мне тренер говорил всегда, то что там физика, не физика, техника, в первую очередь дисциплина, потому что даже когда дети заходят, у нас есть правила всегда, ну мы как бы у нас японский вид спорта, как японцы сами по себе очень дисциплинированные, они заходят, обязательно у них тапочки ровно стоят, то есть в зале редко бывает такое, что у нас мусор. Даже вот мы детям прививаем это, знаете, не только в зале, но и на улице. Они выходят, за собой сюда фантики выбрасывать, там, дома чистоту, порядок держать. Ну, у нас вот как-то более все по-японскому у нас идет. И, соответственно, все в Мизуно должно быть, да? Да, и все в Мизуно у меня. Конечно, Мизуно это круто, это японская фирма такая, самая классная. Кто проиграет, тот 10 вверх идет, команда. Я тоже буду делать, если вы выиграете. Приготовились? Начали! Как вы планируете развивать школу дальше? Ну, примерно через 10 лет, как это смотрите? Мы хотим, чтобы школа стала, ну, конечно, чтобы к нам много детей было в нашей школе, чтобы все приходили к нам, в нашу школу, чтобы у нас несколько филиалов в городе было. И, конечно, же по желанию у нас масштабироваться не только в Якутии, по России. Но и по России тоже. Возможно, и в других странах. Да. Ну, мы как-то вот нашу миссию хотим в одну в упаковку одну, и потом уже можно даже франшизы продавать, как бы. А сейчас сколько филиалов в городе? У нас 3 филиала сейчас по городу, 3 зала. И через 10 лет в Якутске сколько филиалов должно быть примерно? Ну, если хороший тренер будут, тренера, тогда 5 нормально. В Якутске 5 нормально. А что самые сложные процессы ведения бизнеса? Кадры. Кадры, да. Угу. Очень нехватка кадров, и работать с людьми очень сложно. Ну, в сфере услуг, да, есть такие нюансы. У всех, наверное, да. Да, все предприниматели знают. Например, основная наша боль, да, мы не можем найти администратора. Из-за этого бывает так, что у нас есть администратор, но который не каждый день работает. И сейчас пока что мы не можем найти второго администратора, и в те дни, когда нет администратора, клиенты наши спишут, и сообщения могут остаться непрочитанными. Поэтому вот есть такая боль, есть такая проблема. Как справляетесь? Вот где-то обучаетесь, какие-то семинары посещаете? Ну, мы начали, когда вот начали бизнесом заниматься, мы в разные курсы записывались, начиная от Аяза, заканчивая вот Московская бизнес-школа называется. Ну, мы там до сих пор учимся. Ну, там дистанционно пытаемся всякие курсы проходить по управлению и, по маркетингу тоже. Помогает? Ну, какие-то все равно эти находишь решения.
Ну, не так, что там же все равно обобщенно не только наша проблема, там общая проблема, и оттуда какие-то черпаешь по чуть-чуть и пытаешься там. Темпл, откуда название? Темпл, да, это я придумала я. Был такой период времени, промежуток, да, когда я вот говорила с тренерства, я из Калужской области переехала, и в какое-то время я ничем не занималась. И, так сказать, взяла один билет в один конец и улетела в Таиланд. Ну, вообще, цели были у меня тренироваться, набраться тренировочного опыта, и, соответственно, я там была несколько месяцев была, и очень много работы шло у меня именно внутренней. Я думала, чем заниматься, что... Поиск себя. Да, так сказать, поиски себя были, и в тот момент... Было очень грустно в какой-то день. Я поехала в сторону пляжа на мотоцикле, на мотике, и увидела одно очень красивое место. Но я не понимала, что это за место, и оттуда все люди выходили такие очень счастливые, светлые. И само это место было прям очень притягательное. Я подъехала поближе, и там было написано «Темпл». Ну, это в переводе «храм» означает. Но это, оказывается, был храм, и оно у меня в голове осталось «Темпл». И я потом подумала, что хочу такое пространство открыть тоже, откуда будут все выходить счастливые, сильные, просветленные, так скажем. Ну, еще и наше тело — это наш храм, да. где люди вот становятся сильными. Два понимания битте. Да. Ну и с тех пор мы говорим, темпл — это место силы. Место силы, место проявления, место, где каждый становится лучше. Шебат, ведь очень хорошее название. А когда решили заниматься ММА? ММА один было, да? Правильное название. ММА сперва я, наверное, начал. Ну, я же все равно дзюдо занимался. Дзюдо, потом, в студенческом возрасте у меня было боевое самбо. Да, и по боевому самбо я на России 3-м становился 2 раза в чемпионате России. И как бы все равно мне нравится почему-то драться, и все равно ощущаю себя гладиатором там. Как будто гладиаторские бои. Реализуешься, да, открываешься. Да. И как будто, не знаю, мне нравится вот когда волнение, атмосфера. Поздно пришло мне это тоже. Я в детстве же все время проигрывал, потому что я, наверное, очень сильно волновался. Мандраж я не мог никак осилить. Завтра соревнования, взвесился, и до утра я не мог спать от волнения, что проиграю. Постоянно боялся проиграть. Мне никто не говорил, что все проигрывают, как бы. А я думал, нет, чемпион не должен проигрывать. Типа, значит, я даже иногда мысли были, что иногда это не мое. Я же проигрываю, значит, это, наверное, не мое. Потом начал всякие книги читать. Книги очень помогают, кстати. Начал книги читать про чемпионов, про выдающихся людей, там, Майкл Джордан, Арнольд Шварценеггер, такие автобиографические книги. И смотришь, и у них тоже поражения были, и они делая анализ, ты становишься лучше за счет проигрыша. И потом начал тоже по ММА с боевое самбо. После боевого самбо мы в 2018 году переехали в Москву. А до этого я тоже так дрался между, боевое самбо же все равно похоже ММА. Да. И дрался на турнирах, дрался просто так, по-любительски. Я потом уже, как в Москву переехал, я в Москве тренировался в самбо-70, и там уже все бойцы были. Там боевое самбо и ММАшники, и с ними вместе тренировался. Николай Анатольевич Лесин есть в Москве, там знаменитый тренер по самбо, и ММА. У него занимался. И потом уже, не знаю, само пришло, так скажем. Мне это нравилось, и само пришло. И до сих пор тренируюсь. Y'all niggas coming to you live from a place where nobody else know to take it. They hand out, they want us to split the pie, right? Cause they realize that we gone crazy. Yeah. Кочевник-то министр, он идти будет, и надо интересно. Турнир Eagle FC 55 Кубок Илдархана Айсена Николаева! Из России представляющий Якутск Гаврил Семенов!
шөйдік үтен тұрдым. Бәхі яхын төріппет. Шөйдік басновление ордуыт. Наблин такирен. Оқсуар хеджауд. Таблин разминкална оранарауд аңа. Хасарга жертамы пыт. Блин уже разминка. Онна кирен хайсауд. Тоқсус парылны. Седарах. Балтараки час полролу. Блин алтон без пин уже. Алтон тет, алтон без яна. Хасарда, утром он проснулся, мы поехали, позавтракали вместе, потому что он последнюю неделю нормально не питался, так как гонял вес. И вчера утром взвесился, и сегодня уже нормально мы вместе позавтракали, наконец-то. В день у него по 2 тренировки было стабильно. Ну вот последнюю неделю у него чисто сгонка веса была, подгонял вес к соревнованиям и также 2 раза в день тренировался. Ну, я в нем уверена на 100%, и мне кажется, все-таки у него борьба очень сильная, и больше борьбы будет. Надеюсь на его борьбу. Вообще турнир в прошлом году 1 раз проводился, и вообще было очень круто, атмосферно, и в этом году тоже классно организовали все. Вообще нам очень понравилось, что Eagle FC проводятся именно у нас в Якутске. И для наших бойцов это такой большой шаг, чтобы начать свою профессиональную карьеру в ММА. Это у него, получается, 3-й профессиональный бой. Первый бой проходил также здесь, у него, в Eagle FC, он выиграл. А 2-й бой был этим летом в Сахалине, но, к сожалению, не удалось выиграть, он проиграл, и вот сейчас 3-й бой. Рекорд 1-1 пока что. Это бям была таханныша. Индиган когда тахама. Уран когда тахами. Ман тахами. Запить это тахами. Бут разминкална хаджар билин бир киши кенне тахихтах. Авторла хачта илине натаганан кикбоксер то шо результаттах кикбоксер бит. Но тусту бухарига. Денерен бит. Биганилын ха бир кука жарктанавут оранхайга. Танганна кайталы обычно арамбарга лачы илитин. Онна удушкага. Тавул будганя булана элбахкен онон Иннигер такой юнера багарап кой. Бехи варбыт күскеме болабыт. Хайсылар? Бүтелер да. Ким кайда? Кайда кайда? Блин, жарим, Да. Yok ayağınıza. Şöyle. Bitti de. Evet, bilgiler yerinde. Çok. Minuta.
синего угла ему 23, евро 174 сантиметра. Профессиональное достижение, одна уверенная победа. Давайте поприветствуем и его соперником напротив, в красном углу, ему 33, евро 162. Профессиональное достижение отмечено одной победой и одним неудачным выступлением. Он из Якутска. Добро пожаловать! Илья Кушнерин. Мера, болоттар кесерге белемдер. Кирси хағыланна. Габриэл Семенов. Кыл мұннық, көк мұннықтан Нұрлықон қайырылайық. 3 раунднақ 5 минутеләқ қабыл қапсығыға. Габриэл Семенов бәті. Judo, sampah, tostu, koronglarni otomnaxti karchelli o'tmayapti. Dara, o'nda tezmi? Onu degan qadam. Bat turganiga daqqa kiran Nurulloxon. Xayrullayev dugar hitar. Nurulloxondan bastiga bo'yin ko'rbetdan keli. O'sha darni kata. Tostuda onu lugar o'ddikdan naqoda kata. Dara, Eurobay sport kompleksin. Gabriel Semenak qo'llarida, o'g'illarda. Onda vihatdan tuskalalir, to'ng'ilog'idan ketdilar. Allah sürecek çok olur. Kabar. Tongoloğunan. Allah sürecek tabatalata. Manlattan. Allah küsteleyen nada. Tetim naktık. Sözüye barıdan konan istan turar. Aksimler başı tavak kollağına. Teknisken nakavdı veriyene. Deda. Gabriel Semenov. Allah küsteleyen. Tetimlitin hırtımıqqa. Sabız kayagas bulun lelekka. 3 minut 39 sekund var. Tolog şöyle tapta. Tolog'unan, nima tolog'unan uloq. Kuchga birlikdanlar. Arasıçenya var. Gabriel Tohtamanada üstü jo'da quvvatni tapta. Tohtamanna buagayni beraqab. Birlachu kamistanda bo'laverar. Gabriel kuta. Ona Gabriel Semenov. Действующий боец UFC Умар Нурмагомедов. Первого раунда техническим нокаутом одержал победу Габриэл Семенов! Все по плану пошло. Мы знали соперника мы месяц назад узнали. И узнали, что он кикбоксер, в стойке хорошо бьется, поэтому мы готовили больше борьбу с кикбоксером, а смысла на его территории рисковать не надо было, поэтому сразу борьбу и локтями внизу. Это больше от ожидания, скорее всего. Она так сам уверена. Ну, как и планировали, мы же смотрели. Сейчас стойка, ударники, чисто борьба сразу. Олох, нрык долго тулах болла. А так, это уже дақсыбытын кәнне уверенныйдық. Олар бұтым уже кәйеден
А так мы так и планировали, у нас такая была тактика. Мы знали, что соперник ударник, и 100% мы надеялись на его борьбу. Ну, в принципе, так и случилось, он добил его в партере. И, конечно, очень волнительно было, я очень рада, что так получилось. Ну, победу всем своим близким, жене, родителям за то, что поддерживают всегда со мной на связи и помогает во всем. Всем близким и зрителям еще. Да, он сел, задушил просто. Benim otakadara taptım diye. Hastadan onu. Kaya bak. Kotrayım diye. Barar mı ton ton kudam bir. Taptım ya hastadan. Чувствую mı tutuk. Тобой bir по плану варда. Детем билбипет кикбоксер боларын. Олеген уже стойкага кисе пенгенерге планна мыкыт. Дистанция сокращайдан сеткаган лелибит партырганен. Разы халатыхпын надо денег детем лелепит планнага тибит. Олеген по плану варда. Бигдек кита хаяман таппытым чувствую давытым уже гымна выта олеген. Болевой дарнаман ыксава пынден хаявытым. Дальше там лохнон левитим. Разы Вася тохтевида. Туранаран девитек разы атакланкер мардым. Он ускур болевой да девитек. Болевой да там. Истивитим барбатам. Уже то чувствую да вот там или таппытым. Олеген блин позиционный котурмакпын надо ден хаявытым. Ян хайнеме кисяджутым. Он уже белеме хох полон рахматы кюхер бизем. Он там был сентябрьтан уже дук жарыктанан уже тахин чепчки хостук барда. Агас киле кюхерин олеген уже юремепин чувствуйдуун. Он то дук аста. То бите хек күн бир рахам болот. Күнү туй баккан бир. Мына ян отаме спорт тугава. Бир кый то болор. Яңын ран огантан бигде соперникин кайхнада. Бастан бяган кайхнада. Это уже долгуюны кайыр контролдор болпун. Олеген наха каявапын. Маны чуть-чуть бар, но улатындар бапын кычапапын, маны нормальный тоха тутавын. Уровеньга тутаджан. Улаханы долгу бапын наганы, улаханы расслабишкин мапын. Контролдовын. Ники бламы тута бу манна кисеролтар көрөм билин будущий титульный бойга хайыппыт. Белемнен яппыт онна тасы эхил тох пояс агалым денериневин. Онна жартаныппыт белемнен яппыт. Онна та жукускайга титул агалыппыт денериневин. Игылы все пояхан. Долгиен аш бәм долгиен. Хата кайдуттан. Ганят бастыгыттан жеттон лох. Харазу киремне үлелемне неппетен, тон туготан чет котоларда лох. Ганя пример был яха. Атын ощущение вид, атын лох тоха вид. Хаддера кихи туга хаиджар, биле. Мурашки по коже декалы барата хаиджар. Ганяттан бияха пример была екене. Билейн бокене темпл ден тохтах оғылыр жүріктер клубта он туготар үңітті күлелер. Кырды кәшір бұлаға бұхасад, аспы хасар да, короче, яғынны мұппыт, яғынна мұрамыт айнадық бұт, екені онтан тақа келем жүйерді. Оны айна не өтіні ганя, білін қанна бардын дейін, даш үлелі бардын дейір. Бұл яғын түйірі мұран, ұрая жүрін даш оғылырын жүрікті бұран. Нек бәтін тугар беренелях, кене ганя бияқа олақан пример болар олейін. Ганя бәті жартым бұды әп, бей ұланы спарринг партнердар болох бите, но кене уранхай кулка жартына бит, но иксин бәте жартым да, онна бу битәһи көннәргә меха чәнәтә битәһи көнгә меха билбитән секунданнан да я. Та ганилы муркаттан биге жартына бит. Олен кырыктелегә урачы билгә, олен оннан бәбәтен биләбит ким әритә төшен, ким тугышын, олен секунданнарга шапчыке ганина. Онна та опыты да лохана яплай. Самбага боевой самба спорт мастера, онна олон спорт канал ки олан туга опыт лохан олен кенине просто этерге атехнер надо, просто кене бәте. Та бәте да чувствуйдур олен. Хаддер налиш не хабли. Хатта стот. У меня реально такая ситуация, с кем поведешься, от того и наберешься. Но он как-то заразил меня этим, что ли. Ну вот как он начал говорить в пандемию,
мы никуда не выходили и дома тренировались. И там у нас маты были. И мы по приколу боролись, типа, ну, грэпплинг, там все дела. И у меня неплохо получалось. И Гаврил начал мне говорить: о, у тебя хорошо получается, ты не хочешь попробовать там грэпплинг или джиу-джитсу? Для меня это прям шутка была такая, по приколу. Я тогда как раз в 2019 году у меня были последние соревнования по тэквондо. Я выступала на всероссийском мастерском турнире, 2-е место заняла. Вот так вот я уже закончила карьеру в тэквондо. И не знала, чем заниматься. Я думала, просто для себя буду ходить в зал, бегать, либо качаться. Но все-таки не хватало именно соревновательной такой атмосферы, потому что постоянно хочется этого адреналина испытывать соревновательного. После того, как он сказал: не хочешь ли ты себя попробовать в грэпплинге, что я сделала? Я сразу на соревнования заявилась. Да. Без тренировок, да? Без тренировок. Буду всех пинать тогда. Да. Сразу на соревнования заявилась. Это, оказывается, до пандемии было даже. В 2019 году было. Заявилась. Нет. Мы в 2016 году ездили в Таиланд. Но там тоже пробовали так, да. честно. В Тайгер Муай-Тай. Тайгер Муай-Тай тренировались в 2016 году. И там у них каждый месяц вечеринки проходят. И там у них бои проходят. Да, точно, я про это забыла. Там этот первый бой провела. Диас, как Диас? Диас фамилия, девушка была. И там мы проиграли. Вот тренер подошел, он видел, что у меня база хорошая, там ноги хорошие, он подошел ко мне и спросил: не хочешь ли принять участие в соревнованиях по ММА? Среди новичков, он сказал, там будут чисто любители, новички. Я такая: почему бы и нет, согласилась. И он не сказал того факта, что новички по ММА, но соперница была чемпионкой мира по кикбоксингу. Yes. Да, и это она... Диас, что ли? Диас, ага. Но она сейчас профбоец, такой, да, большой профбоец. Да, ага. В Инстаграме зафолловились, да, с ней? Нет. Кстати, надо, да. Надо общаться, ты меня помнишь? И потом я выхожу с ней на первый бой, и она мне просто нос ломает. У меня нос сразу полетел в сторону. И после этого у меня, конечно, такой отрицательный опыт я получила, и после этого я вообще не занималась ни смешанными единоборствами, ни борьбой. И потом, да, когда вот мы в шутку боролись с Гаврилом, он говорил, что у меня неплохо получается в борьбе. И после этого я сразу заявилась на соревнования и 3-е место заняла. Там чуть-чуть проиграла, прям по баллам, можно сказать. Это какой турнир был? Как называется? Там в Москве проводится каждый год. В Москве? Да, это в Москве. Каждый год турниры проводят кровью и потом. Да, каждый месяц даже. Там я заняла 3-е место. После этого я уже начала... мы самостоятельно тренировались с Гаврилом. Он мой тренер, муж тренер, бизнес-партнер и все в одном лице. После этого я уже более так серьезно начала заниматься здесь, в Якутске, бразильским джиу-джитсу. Уже синий пояс получила, и уже неплохо начало получаться. В прошлом году мне предложили выступить по панкратиону. И я поехала на чемпионат Дальнего Востока, там выиграла, заняла 1-е место, отобралась на Россию. На Россию поехала, во 2-м бою, в финале проиграла девушке по очкам, и все равно осадок какой-то остался. Захотелось все равно выиграть в следующем году. Потом на Кубке России выступила и все-таки взяла реванш. Все-таки борьбой выиграла, грэпплингом. И уже потом на чемпионате России в этом году заняла 1-е место. Также. Всех болевым. Да, еще за самый короткий бой мне спецприз дали. Да? За какое время? 20 секунд, что ли, было. Все бои болевым выиграл. Да. На 1 прием, Тогда на одну еще руку. беременная была, да? Да, оказывается. Не знали, что ли? Нет. Какой там 3 недели, куда-то? Не, маленький срок был, да. Только. Я на чемпионате России по ММА еще 3-й, да, становилась. А у Гаврила самые лучшие успехи? Да, у меня несколько этих результатов. Самый это первый мой чемпионат России по боевому самбо, наверное, который дал толчок, который дал поверить в себя и начал. А так у меня много этих. Я чемпион России по микс-файту, чемпион России по профессиональному боевому самбо. И что еще выиграл? Универсальный бой там. Много таких локальные турниры, которые выигрывал. И профессиональные бои. У меня рекорд сейчас 2-1. И в следующем году мы хотим поехать в Казахстан
завоевывать. Да. Казахскую публику. Казахскую публику хотим. Ну, мы на ИЗА хотим. В организации. Организацию, да. Ну, уже договоренность есть. Как у них называется? НАИЗа. НАИЗа, да? Да. Хорошая организация. Игл это другой, да? Да, Игл это, FC. Это в России, да? Да. Ага, Игл Игл FC. FC. Ну вот, Игл FC тоже дерусь. Как бы уже там у меня две победы там. И если в следующем году дадут титульный бой в Якутск, то хорошо будет. Как бы. И еще на ИЗу хочу попасть. Ну, уже как бы договоренность есть. Вот 21 декабря мне предложили. Ну, срок маленький, как бы я не успел подготовиться. Летом я дрался вот без подготовки. У меня Дети Азии было по работе. И летом предложили за 2 недели там поехать в Южно-Сахалинск. Турнир по профессиональному бою. Я, ну, так согласился резко. И просто вес согнал, пошел и проиграл. Поэтому я сейчас уже более... Ну, возраст даже все равно не такой, как взял, быстро скинул вес. Все равно надо подготовиться. Все же бойцы готовятся. Там 2-3 месяца. Это минимум, наверное, надо. Поэтому сейчас уже в январе начну подготовки. В марте хочу уже поехать. Вот когда стала чемпионкой России, да? Ты же не знала, что беременна, да? А когда узнала? И какой был эффект? Я же беременный, выиграла турнир. На самом деле узнала я даже не после соревнований, а через 2 месяца. То есть когда уже на сроке 2 месяца была, да. Вот, это было в середине июля. Даже под конец, в 20-х числах июля, когда я узнала. И я была в шоке от того, что у меня были прям нагрузки очень сильные, высокие, потому что мне предложили бой, ну, профессиональный бой осенью. Ну, не хочешь ли выступить там где-то, не помню, кто предложил. Ну, тоже вот Игл FC. Вот в Игл FC, ага. Предложили бой, ну, найти соперницу и провести первый профессиональный бой. И я начала, соответственно, готовиться. Было очень много эмоций. Я не понимала, почему у меня там что-то не получается, я сразу в слезы не могу вывести. Уже началось, да? Да, гормоны уже бушевать начали. И я не понимала, почему я не вывожу. Обычно 5 минут я вообще спокойно там спарринги или борьбу выношу, а тут вообще 5 минут, как обычная борьба, вроде бы не такая сильная, да вроде бы и не 10-я схватка, да, но я прям вообще никакущая была, я не могла вывести функционально. Я думала, что перетренировалась и поехала в Хандагу. Ну, с предпринимателями там была вылазка в Хандагу. И там я целыми днями спала. И я думала, настолько мой организм устал от тренировок, что вообще выспаться не могу. И даже женщины, девушки, которые сидели рядом со мной, они удивлялись. Ой, Варя, ты, оказывается, так спишь часто, так много спишь. Мы 13 часов ехали, и я все это время спала. Я не понимала, что со мной. Ну и потом дошло до меня, что надо сделать тест, и увидела 2 полоски. В Хандаге увидела? Не-не-не, это же когда приехала. Антон беременный. Полыгин потом, да? Это потом, да. Реакцию Гаврила давай узнаем. Варя сразу тебе сказала или что-то нет, не сразу. Нет, не сразу. Рилс сделала. Одя. Просто на видео сняла. Да, ну как она сказала, давай рилс снимем, ты должен угадать там эти украшения девушек. Из шкатулки. Из шкатулки, что там в шкатулке. Я долго думала, как это ему преподнести. Не хотела просто говорить, на, с закрытыми смотри. глазами сидел и перебирал там сережки, там потом нашел там, и думаю... Палочка. Ну, до этого мы как бы делали тест на беременность, потому что у нее месячные нерегулярные. Ну, не постоянно в один день, а из-за спорта нагрузки большие, поэтому разные. Поэтому мы всегда все равно проверялись, и я знал, что тест. И думал, что просто тест лежит как бы. Я взял и думаю, тест, и положил как бы, не обратил внимания. И дальше начал. Я думал же, это что, просто видео. А потом она сказала, что... Потом я открыл глаза и увидел там 2 полоски и сразу понял. Это же... Да? Это что? Серьезно? Да? Серьезно? Серьезно? А? Сегодня утром. Да? А что не говорил-то? Фига. Смотрите, друзья, как надо
осчастливить мужа деген, да? Какая роль, вот очень интересный вопрос я специально записал, какая роль социальных сетей в продвижении вашего бизнеса? Что вы уже делаете и что хотите улучшить? Ну, ну я не знал про маркетинг, я думал, ну все равно как от уста в уста, там кто-то сказал, кто-то Сарафанное подсказал. радио. Это тербез, сарафанка, да, вот сарафанное радио, которое в основном у меня такое было, что у меня я не рекламировал, как бы. Ну, в Москве, когда мы жили, мы в основном занимались вот рекламой, там, вешали везде на остановках и флаера раздавали. Ну, более-менее помогало. И по школам ходили, вот. Ну, здесь тоже практикуем это, по школам ездим, какие-то лекции можно прочитать, рассказать детям про спорт и что оно дает. А сейчас вот Варя начала прокачивать личный бренд, и через, ну, так скажем, через нее мы продвигаем школу. Классный же рилс был, были маленький ростом и большой. Сколько там миллионов просмотров, да? 4 миллиона. 4 миллиона просмотров. Рилс, который вот так вот, типа, на коленке сделан. Ну, вот думала, выкладывать, не выкладывать. Чего, выложила. Всегда же так, когда стараешься, ничего не выходит, а когда пойдет, и там в рек попал, да? С чего все началось-то? Вообще, я нахожу инфоповоды из любого комментария, из любого сообщения, и как-то раз мне написали, ну вот на якутском, да, что-то вроде «Орон Теңнир». Орон Теңнир, да. Кровать равняет ваши росты, да? Да, типа кровать равняет ваш рост. Вот наподобие этого было сообщение. Но я что решила, сразу так прям вот вложила вот это сообщение, и этот рилс, видео, это вообще идеально подошло. Вообще, на самом деле, это видео было записано 2 года назад. Да, это старое видео, архивное. С тех лет я вырос. Кто или что вдохновляет вас на развитие школы? Может, у вас кумир какой-то есть, какой-то пример крутой школы, международной, или какой-то? У нас есть, да, мы всегда как бы тянемся к этой школе. Ну, нравится, да, какая школа? Ну, вообще, вот, когда мы только начинали, мы смотрели разные ниши, смотрели вообще модели разные, да, какие бывают там школы единоборств, какие бывают вообще там академии единоборств. И вот мне приглянулась школа героев. В Москве есть такая школа. Тоже большая франшиза, да? Ну, вроде не франшиза, но школа такая. Большая, да, большая, хорошая школа. И понравилось, что у нас одинаковые ценности. То есть у них какая-то эко-осознанность, осознанная школа. Для осознанных родителей они такие прям называют себя. Вот. Премиальные, да, типа? Да. Вот, и, ну, не прям скажу, что мы на них равняемся, да, но когда я увидела, сразу откликнулась, что вот я хочу примерно такое же. И, соответственно, уже исходя из наших ценностей, из нашей миссии, мы создали свою собственную систему. Ну, такой вопрос не в тему, да? Вы участвовали, да, в спортивных играх или нету? Спортивные игры народов? Ага, народов. Там нету. Тэквондо и дзюдо нету, да? Ну, дзюдо один раз... По раз... единоборствам это вольная борьба только есть, да? И бокс, по-моему, и да? бокс. Я не знаю точно. Ну, один раз включали в каком-то 13-м или 12-м году. Народу не было, наверное. И там все равно как бы народу не было, поэтому... Ну, хочется популяризировать эти же 2 вида да. спорта олимпийские, да? Да. Там, наверное, комитет как-то смотрит, да? Сколько там людей. А так я помню, раньше проводили фестиваль боевых искусств, что-то похожее. Я помню, вот в 2012 году, может, еще раньше. Я помню, там прям одновременно в Триумфе были последние соревнования. Вот тэквондо проводилось, рядом там кикбоксинг, ушу саньда, да, и еще там несколько покрытий, и там сразу одновременно соревнования шли. Но мне запомнились эмоции, что это было очень интересно. Потом уже спустя несколько лет я подумала, а почему приостановили, почему никто не проводит, и появилось желание самой это организовать. Тем более организаторский опыт у нас уже есть, и было бы очень интересно, я считаю. Ну, мы хотим вот популяризировать этот спорт, дзюдо, тэквондо, потому что все равно это азиатские виды спорта, они ближе нам тоже. Потому что все равно, если по мировым рейтингам смотреть, азиаты... Ну, дзюдо — это Япония, тэквондо — это Корея, это тоже такие же азиаты, как и мы. И наши дети тоже могут также выступать. Не одним боксом, вольной борьбой там жить, а можем даже вот ребят олимпийцев воспитать уже в этих видах спорта. Хочется, чтобы наравне был
Ну, сейчас уже дзюдо более-менее из-за результатов, очень много как бы результатов в последнее время. Но хочется еще массовости, чтобы во всех районах тоже открылись секции дзюдо, тэквондо, массовость. Но для этого тоже очень много работы, кадров не хватает. Хочется, чтобы кадры были. И взращивать эти кадры тренеров. 2 года в школе, да? 2 года полноценных уже прошли или на второй год Уже наступаем? На третий. На третий На год третий, наступаем, да? Ага. И вот вы сейчас уже работаете, уже набрались опыта, и если прокрутить вот 3 года назад, что бы вы изменили в бизнес-модели? Ну, у нас были ошибки. Самая такая первая ошибка была в том, что мы открыли второй филиал, большой такой же, да, у нас был филиал на Короленко, вот прям основное помещение, да, и мы такую же большую школу на 140 квадратов открыли на 203-м микрорайоне, не учитывая того, что у нас тренеров не хватало. И тренеров не хватало, и сезон не И сезон был не тот. Мы открылись в январе. В В январе, да. Потому что уже все дети уже записаны. Где-то записаны, уже, да, секции. где-то ходят. Там мы 3 месяца вроде отработали и И закрылись сразу. Ну, там тоже вот такие ошибки бывают. Ваш бизнес от чего зависит? От количества детей. От количества детей. Ну, значит, от количества района, да? Да. Где больше детей, там выгоднее открываться деньги. Где больше школ, детских садов. Но все равно город, по идее, маленький, как бы, если захочешь, как бы... Это не Москва-Сити, да? Хоть куда можно привезти детей, По хоть идее, откуда, да. то есть. Ага. Ну, если тренер хороший. У вас же очень плотный график. Вот, Гаврил, утром в 6 тренируешься, потом целый день работаешь. Как находите время для отдыха? Про баланс. Баланс. Ну, если честно, я не умею отдыхать, я не могу. Я последние, не знаю, сколько лет уже как будто постоянно на суете, на движениях постоянно. Может, это тебя и заряжает? Ну, заряжает, конечно, заряжает. И не умею отдыхать, честно. Могу в кино сходить максимум. Ну, или книгу почитать. Ну, тоже книгу там почитаю 30 минут, час. И это... А так, чтобы отдыхать, не знаю. Ну вот я стараюсь находить баланс, тем более сейчас в положении. Но я думала вообще, сейчас я в положении, буду больше отдыхать. Очень так надеялась, что будет больше свободного времени на отдых, но все равно как-то получается, что все время активная жизнь, там много мероприятий, еще больше мероприятий, как будто бы появилось. И все время пытаешься находить этот баланс, но смотря какой график у мужа, да, он постоянно на суете, я от этого устаю даже. Вот. И пока что не удается полноценно прям брать 1-2 дня в неделю отдыха. Все равно, если даже в день отдыха, он все равно отдых у нас активный. А вообще отдых же предполагает отдых от всего. То есть, если ты даже в свой выходной куда-то идешь, это уже не отдых. Или там некоторые думают, да, берут выходной и там ходят по магазинам. Это же тоже очень энергозатратно. А магазин день. Да. И пока что не удается в полной мере балансировать, но очень хочется научиться. Но я считаю, что... Значит, ребенок будет тоже движовым. Ну, мы, любя, называем ее адреналинка. Да? Девочка, да? Девочка. Ну, наверное, все равно активная будет. Мы сами активные же. Я вот в 6 часов утра выхожу из дома и после 10 там прихожу, спать ложусь, опять пошел опять по делам. Дома почти не бывает. А срок когда? В марте. Если будет Овен, то 2 огненных знака. Отдыхать путешествиями. Мне кажется, вот мое в путешествиях я отдыхаю. А сколько раз в году путешествуете? Ну, хотелось почаще. Ну, мы в этом году ездили в Турцию. А так, в На Эльбрус, потом в Турцию. А так хочется, конечно, больше путешествовать по возможности. А с детьми едете, да, на соревнования, там, ну, российские, вот, Дальний Восток? Ну вот пока еще нет, у нас школа только, поэтому мы вот хотим... В планах есть, да? В планах есть. У нас в планах еще есть, ну, сперва вот по Дальнему Востоку съездить сперва, чтобы дети узнали, посмотрели, а потом уже хочется и в Корею, в Японию уже, где основывалось все это, вот, показать детям. Когда дети смотрят вот это, еще лучше становится, как бы. Ну и
кругозор у них шире становится, когда путешествуешь, смотришь. Вот, например, у нас все хобби такие экстремальные, тоже ближе к спорту. Например, там 100 километров проехать на велосипеде. Ну вот как-то раз сидим такие, и ко мне в голову такая идея приходит. Я говорю Гаврилу, а давай поедем до Магарас на велосипеде. Он соглашается, и мы едем. Ну вот такие вот у нас. Марафон пробежать там. Это. Да. Ну, хочется еще, мы в этом году планировали 100 километров пробежать. Уже пробежать до Магарас. Эльбрус тоже так же поднимались, да? А Да. давай пойдем на Эльбрус. Да, Ну, все вот в так. 2021 году так и было. У нас, да, первая попытка была подъема в 2021 году. Ну, вообще без подготовки. А давай поднимемся, а давай. И все, поехали. И с первой попытки не получилось, к сожалению, потому что, ну, горная болезнь началась у меня, и, ну, вынуждены были обратно спуститься. Ну, я один остался наверху и побоялся все равно одному идти. Ну, А вы без гида, да, вдвоем только? Да, без гида. Трое было у нас. Еще наш знакомый был, Филипп. Но он первым он откололся, потом Варя откололась. Потом я думаю, дальше идти, не идти. А там мы до 5000 я дошел, кажется. Или до 5000. А там еще 400 либо 500 оставалось. И я думаю, всего лишь 500. А оказывается, 500 это так-то Не всего нормально. лишь. Вообще жесткая. Это очень большое. И потом, выйдя в этом году, я думаю, блин, если бы я тогда, я бы не смог 100%, там бы что-то случилось со мной. Потому что в этом году-то я до туда дошел, и еще очень много времени понадобилось, чтобы до конца дойти. Сколько вы часов поднимались? Первый раз сколько? Ну, сутки, может, первый раз. Не, вы когда восходили второй раз? Второй раз 27 часов, наверное. Это общее, вот с самого низа до самой вершины. Ну, я в 11 начал снизу, и к часам 3 либо 5 я до вершины, до приюта добрался. И там, Там отдыхаешь. есть такие эти Домики там хостелы, есть, типа. хостелы, где отдыхаешь. И я там лег отдыхать. Ну, чуть-чуть поспал, 2 часа, 3 часа, не помню. И в ночь. И в ночь, да, выдвинулся. И что вам дал Эльбрус? Когда я поднялся, мне как будто тоже вот, что... Ну, как будто какой-то цели добился там. Вот, когда достигаешь своей цели, как будто облегчение же, груз спадает. И как будто такое ощущение у меня было, что я на вершину поднялся, как бы. Приехали в гиперленту, чтобы затариться. Здесь мы были ровно 3 года назад. Тоже затарились и поехали уже на место назначения. Вот наша гостиница, и сразу при выходе мы видим такую красоту. И вон там дальше, если пройтись, будет уже виден Эльбрус. Так, прохладненько, на солнышко есть. Такой прям чистый горный воздух, вообще кайф. Сейчас пойдем завтракать. Потом уже будем брать вещи на прокат и потихонечку подниматься. Я планирую подняться на 400, то есть. Вот, где приют 11. Надеюсь, все нормально будет. Так, мы взяли всю экипировку, сейчас будем собираться. Оказывается, мы в прошлом году поднимались до приюта 11 4 часа. Ну, то есть 3 часа 57 минут, если быть точным. В этом году планируем также, потому что по времени чуть-чуть не успеваем, так как фуникулер работает обратно спуск до 4 часов всего лишь. Поэтому надо успеть. Я же буду возвращаться обратно. Горный луг. Вот мы на первой станции Кругозор. Высота 3000 метров над уровнем моря. Сейчас будут у нас туалетные дела и топнем дальше. Что за красивый мужчина! Здравствуйте, можно познакомиться? Кушать надо. А познакомиться можно? Познакомиться у меня есть жена, к сожалению. К сожалению, к счастью. Мы уже где-то вот здесь, на половине. Осталось подняться до сюда, 3500. И потом вот до Гарабаш. В общем, где-то километр, не где-то, а точно километр прошли за 24 минуты. Чуть-чуть
отдых взяли. И сейчас дальше пойдем. Дело в том, что внизу, где самое начало ведутся, где Азау, да, ведутся ремонтные работы, поэтому нам пришлось подняться на фуникулере до первой самой станции Кругозор. И оттуда мы начали свой путь. Там чуть-чуть отдохнем и пойдем дальше до Гарабаши. Гарабаши — это самый пик, докуда доходит фуникулер. Вот. Такая красота! Ну что ж, боец готов. Всю экипировку передали ему родители. Все, давай до конца. Но если плохо станет, обратно спускайся. Ну, конечно, не буду. Если распогодится, тоже. Ну, группы какой-нибудь держись, и все четко будет. Какая красота! Все, давай. Мия, нам в обратную сторону. Ну, вниз. Удачи! Волбарда. Куда он пошел, Мия? Ночевать. Внизу там тоже такие домики. Сегодня много народу, кто подвигается. Но мы сравнялись с облаками, ничего не видно стало. Таким условиям привычно. Ну не то, что привычно, а уже в таких койках местах спал. В Якутии, поэтому... Добрался до скал Пастухова. Шучу. До 11 приюта. Время сейчас 12 ночи, 17. Состояние хорошее, усталости нет. Сейчас чуть-чуть водички попью и дальше пойду. Ну, примерно до скал Пастухова, наверное. Потом дальше. Люди уже спускаются некоторые, но они походу на этот ходят. На акклиматизацию поднимаются и спускаются. Я попробую дыхаться. Народ много встречи, наверное. Народу много. Сейчас еще будет светлеть. Когда будет светлеть, народу будут еще больше. В 3 или в 4 часа трак еще должен поехать. Поэтому народу будет полно. Максимально. Ну, спокойно иду. Не торопясь. Так как у меня акклиматизации нету. Но я уверен в своих силах физических, ну, в функциональных кондициях-то я вообще не беспокоюсь. Главное психологический настрой и погода, чтобы... Ну, пока показать вам нечего, только свое лицо. Вокруг только горы, ну и люди. Дорога протоптана. Хорошо иду пока. Сейчас водички попью и дальше. Всем пока. Достигнуто. Сейчас еще наверное поснимаю. Видите, как пошел вершины, тут много очереди. Вот. Шотлоков. Там банда. Не хочу тебя. Не хочу тебя. Майя не удалось вот. Все, всем спасибо, потом дальше сниму. Да.
Подъем на станцию Карабаши доступен до 15:30. Посадка на подъем на станциях Азау и Кругачев открыта до 16:00. Меня снимаешь? Да. В свое время. Я когда служил, я в МФ служил. И я, до Австралии даже мы ходили на корабле. И я видел там штормы, океан. Это очень красиво, как бы в жизни. Там. Только фильмы же смотришь. В этом более мне нравится вот «Жизнь Пи», когда вот там шторм такой дикий начинается. И мы много раз попадали в шторм. И я всегда уходил и смотрел там. Тут через дырочку там смотришь, и очень красиво. Это страшно тоже и красиво. Страшно красиво. Да, это природа, сила природы настолько там сильная. Там. И потом я вот когда наверх поднялся, тоже увидел эту красоту, что наша планета вообще очень красивая. Когда там выше облаков, там видишь даже там эти гроза где-то под тобой, внизу гроза идет. И это очень красиво. Стоит, мне кажется, в жизни как бы стоит. Мне всегда нравится ведь фильм «Форрест Гамп» же есть. Он же тоже, у него как этот же, жизнь, настолько интересная же. Везде он побывал, там увидел столько. И я тоже так же хотел, когда вот смотрел фильмы, и так же хочется. Я, кажется, понял, говорил про путешествие. Путешественник, да, в душе? Да, я хочу этим заряжаешься. Я хочу лет 50 объездить Америку. По штатам где? По штатам, да. Это, как-то какая-то мечта. Вот. Я, наверное, начну пораньше по России, поеду путешествовать, и потом уже вот Америки. Например, вот с Нью-Йорка до Калифорнии, типа такого вот автостопа. И там Большой каньон. Все фильмы, которые я смотрел, хочется как бы в жизни. Живем один раз, и хочется попробовать все равно. И мне вот это нравится. Даже джунгли хочется. И когда у вас родится девочка, вы сами будете тренировать или вообще в спорт не дадите? Я думаю, до какого-то возраста все равно я сам буду тренировать, наверное, до 1 класса, как бы. И потом уже будем смотреть по комплекции, по желанию все равно. Хочется, чтобы она уже тоже... я уже сейчас говорю, мы УЗИ делали, она уже вот так стоит. Она вообще себя не показывает, она боится. Так и не показала лицо свое. Что-то боксерка, да? Я говорю, как Шевченко будет бойцом UFC. Если я не смогу покорить UFC, моя дочка сможет. Это тоже вот, я шутя так говорю, но потом она сама же выберет. Я не хочу вот свою, если я не реализую, ответственность передать. Просто это моя, как бы, не то что мечта, просто попытаюсь, но если она всегда буду поддерживать ее. То есть, если она не хочет спортом заниматься, танцы, ради бога, танцы. Всегда все равно хочется, чтобы вот все равно в спорте она будет, потому что в любом случае. наверное, в зале будет, наверное. Потому что после рождения все равно придется по залам ходить. Как бывает у детей спортсменов, они всегда же с собой таскают и на соревнования, и на тренировки. И в любом случае она будет в спортивной сфере, она будет уже... и мы будем сами тренироваться, у нее будет пример, как мама и папа. Мне кажется, она все равно пойдет по спорту. До определенного возраста все равно дети, то есть это отражение родителей все равно. Потому что они все от родителей же смотрят, а привычки, все родители смотрят и впитывают все. И хочется, чтобы она тоже вот спортом занималась, всем этим. Хочется, чтобы отложилось ей в голове. А потом уже в какую сферу, как она будет, каким видом спорта заниматься, она уже сама решит уже. Раз. Виктория Барашкова, подруга Вари... И Гани. Мои семейные друзья. Варила Ганя ханна качестволарын неге ордук сөбілуді? Маныкты кудан кыддакына бастыкы очерет целеустремленностен келер. Хадак өджүлбүден бу Варя бу осколатын арьері гарыгин эдеттен планнан хайреті. Онна бу сылын сетихен ужан тукатынан сайдан баратуралардын ениктен хайеметі. Ганя? Ганилын онна кен семья курдукыгын бәйбәлерин өйхәннәр өчөбай поддержкалактар. Бир тугунан бар нихәлләр, он тукалар өчөбай. Бир багаһаналар, оны бир одно единое целое. Семья курдук өчөбай тукайлар. Тукаларын хайымыта. Ганя, Варя,
Ender kulehter доброй байлар, бәйбәләрен сыганнарын хәблүбен, jonga сыганнарын, әлбәхи билини бере хатыларын оғыларга билини поколенияда. Кухан качестволары ден хок пахлахдар шкинлерге. Давайте начнем с Вари. Мне вообще очень нравится ее организованность, ее всегда она была такая великодушная, она простая в общении. Всегда можно было найти с ней тему для разговора, и это, наверное, нас и сблизило. Еще меня очень поражало то, что она читала книги постоянно, так как я особо там не читала. Вот. И Валя для меня, она как всегда была такая умная, все знающая, всегда помогающая мне по учебе. Мне очень нравится ее доброта, искренность. Она всегда в движении была еще с детства. И вот это вот, наверное, меня вот очень тянуло из-за этого к ней. И за любой кипиш. Она же раньше меня снимала, постоянно редактировала. И вот сейчас снимаете ее вы. Да. Ну круто. Ганя мне нравится тем, что он очень всегда спокойный и тоже такой же целеустремленный. Он всегда придет на помощь. Ганя очень простой человек, и с которым можно быть самим собой. Вот с ними двоими я та, которая, без масок, вот реально без маски. Варя с Ганей, они для меня вот эталон, могу сказать, семейной пары, которая прошла через тернии, к звездам идут. Вот. Варинан, это мне восхищаюсь тех пинхепкинин. Жестко мотивирует, дурбу, хаска кассетивит, кофега, курсивит, бартенарманник. Ханданаманник, он вайдавать тебе кудук. Это жестко мотивация лыр. Был немножко мандак разговор, кас кофе истивитая, нарбу макинитен истамба. Капсян тантугуттанин, мандак кевите кудук. Именно антукатнан восхищаюсь. Ачана хеги мандак жугалилер гитигер курукутугер вариант мотиватор. Как тебе кажется, чем отличается их школа Темпл, да, от других школ единоборств в Якутске? Школа Темпл, она очень душевная, и история ее зарождалась, когда она искала саму себя. Я помню, она говорила то, что сидела в кафе, либо где, в Таиланде, и мимо пробегала, и там было слово «темпл». Вот, и вот эта вот школа, конечно, я вот очень рада тому, что за короткий срок очень много детей, очень обширно, все уже знают, и это стало личным брендом. Темпл, это мен билер бинен, то, что кеннерге бире дзюдо, бире тэквондо бутади. Он икен бәлері спорт эгитигер улаппыт боланар уже видениялары бин тохпылайды, чугаспо. Именно спорт, ого спорда сайдыдын туар хайдах болара. Он тукатнан уралтылахтар дейін. Не просто бизнес, а вообще бұл философиялара чөйбай. Итинтикаларын этемета. Атын хауыстамын. Бәң түгер этихан барам. Тох мартка бұл первеністерін бұл бастықы оларын кәтәхәлерді. Олын хайырылақ, бейе барын хайыр біппет, кәтәс біппет. Антыкалары көрсі хайяметемін. То бағаханың метаттын. Варя мен подругам, чугас подругам бахытнан бұл ие болары гары тоқ хайырын гына. То барты айтан астан деп көрдік. Вот. Это уже новый этап жизни был. Давайте, у меня вот такая, интересная идея, можно сказать, экспириенс, да, появилась. Вот эта капсула времени, да, вот этот выпуск будет вот в это время, в данное время вы такие, да? Охарактеризуйте себя еще несколькими словами, я такая, Гавриил, я такой сейчас, и вот через 5 лет ты должен еще там дальше пойти, про мотивацию, так скажем. Можете на камеру посмотреть. Так, я про себя скажу, что сейчас я на самом начале пути, и мне кажется, через 5 лет уже у меня будет очень большая аудитория, будет более-менее так медийная, так скажем, да, и наша школа уже будет развиваться и в других городах России через 5 лет.
ну, как минимум одна франшиза будет точно. Да, нашей дочке будет 5 лет. Мы будем родителями, возможно, уже будем планировать второго, либо, возможно, уже появится второй ребенок. Может, еще через 5 лет еще второй выпуск снимем Деви Кудыкта? Да. Ну, в данном моменте тоже я только на начале своего пути и тренерского пути, потому что у меня все равно это дети, которыми я занимаюсь, и хочется их довести до какого-то уровня все равно. Ну, и в спорте, и в жизни, чтобы они... Приятно же, когда смотришь, и твой воспитанник, ну, там, становится там каким-то успешным человеком, там, и это очень приятно, заряжает. Хочется, чтобы мои воспитанники тоже были успешными людьми, не только в спорте, а во всех сферах. И для себя, ну, научиться отдыхать, наверное, больше. Через 5 лет я научусь отдыхать. Ну, у меня все равно самое главное, мне кажется, базовые потребности какие-то закрыть. Через 5 лет я хочу уже свой дом иметь, потому что мы сами, я с севера же, и здесь мы нету этого базового этих, не закрытые это. И хочется через 5 лет уже сидеть и сказать, что фу, у меня есть свой угол. Это моя как бы мечта. Я вырос в Оленьке, у нас деревянный дом двухэтажный, не частный дом, как квартира. И всегда мечтал о частном доме. И я хочу, чтобы через 5 лет, ну, уже через 5 лет, чтобы у меня был дом уже, свой собственный дом. И для меня это самое пока... Ну, в данный момент это самое главное, чтобы это у меня был ребенок, чтобы у нее было место, где она возвращалась. А сейчас у меня пока нету, и я работаю над этим. И в конце давайте скажем пожелания родителям, которые будут смотреть выпуск, и какие-нибудь советы им дадим. Ну, совет мы такие про воспитание, мы тоже учимся тоже. Мы не... У нас же нету ребенка, всегда говорят, вот будет свой, посмотрим, типа такого. Ну, всегда хочется, как бы, чтобы родители были осознанными, главное, чтобы отдавали... Ну, спорт надо отдавать обязательно, мне кажется, потому что спорт, он самый, ну, для здоровья ребенка, потому что сейчас все в гаджетах сидят, и ребенок должен быть активным, каким-то делом должен заниматься. Есть дети есть, которые вообще, ну, мне кажется, тоже слишком не должно быть. Есть дети, которые с понедельника по пятницу вообще не отдыхают. Понедельник спорт. Гимназисты, да? Да, уроки, потом вторник там робототехника, потом это, и очень много, как бы. Ну, должно быть как бы в меру. И спорт должен быть одним из этих. Спорт и какое-то хобби. Если ты музыки любишь, музыки. Если там художка, там, если ты в футбол играть, можешь в футбол записаться там. Ну, что-то должно быть, как бы ребенок должен быть активным, и ребенок должен заниматься. Спрашивайте у своих детей, нравится или не нравится, там, чем заниматься. И какие эти... Ну и не сильно от ребенка ожиданий не надо возлагать, потому что ребенок, он как бы по-разному развивается. Есть дети, которые быстро развиваются, быстро учатся. Есть дети, которые позже, вот как я говорил, как бы, и не надо как бы через год говорить, он ничему не научился. Значит, ему надо не год, а 3 года. И через 3 года он научится чему-то там. Везде разные. И родители, бывает, не ждут этого и думают, все, пойдем в другую школу, либо пойдем там, спорт это не твое, пошли там, иди на танцы там. Просто спорт должен быть в его жизни, но и ребенка надо поддерживать всегда. Прислушиваться ребенку, разговаривать с ним и помогать, как бы. Потому что все равно, вот как говорила Варя, там треугольник должен быть с их стороны и с нашей стороны, и тогда как бы ребенок будет понимать. Потому что если родитель такие же идеи и такие же мысли, как мы, подает, ребенок же будет понимать, в зале говорят одно, дома тоже такое же говорят, как бы, и ребенок будет понимать, что это и есть правильно и хорошо. Дорогие родители, пожелаю вам, чтобы вы прислушивались к своим детям, чтобы, если занимаются спортом, да, если еще не занимаются спортом, то обязательно приводите ребенка в спорт, потому что спорт помогает в жизни, вообще во всех сферах жизни. И, конечно, хотелось бы пожелать крепкого здоровья, успехов, и чтобы цели ваши и мечты были воплощены в реальность. Приводите своих детей в нашу школу Единоборств Темпл. Давайте становиться сильнее вместе. И верьте в себя.
Итирай. Да. И тогда у вас все получится. Самое главное, да, вера в себя. Родителям я прямо очень сильно рекомендую записаться в нашу школу единоборств. Я всем своим друзьям всегда рассказываю в этой школе, и многие мои знакомые заинтересовались, перевели сюда детей. За все 2 года мы ни разу не пожалели, что пришли однажды сюда. И, конечно, мы не планируем менять школу. Независимо, где будут располагаться филиалы, мы будем ходить именно в Темпл. В первую очередь желаем дальнейшего развития, потому что мы видим, какие правильные принципы они преподают ребятам. Они у нас откликаются, как у родителей, да? Считаем, что у них все получится, у ребят. Ребята молодые. Оны бу тапталах школа бутыгар эсе үрдүк ситихилере багарабыт бу 2 жыл хигер кинер олус ден сайынылар. Онна механа бар бу маннык кинер концепциялары атында кораттарга хепти бехете жаһаныбын. Онан оннак улахан сеть боларын багарабын. Темплга хасайдаргар тохпарта бар хеп. Такие хорошие руководители, да, төрөппүттөрө мен поддержкалылар жактын багарабын. Олехен маннык Россия атахтар барабын. Франшиза инде курдук хеп. Кинер маннык тохтарын идеяларын маннык элбах тигеха таргатыктарын багарабын деп курдук. Онна ситихилене турдумнар, оголорун ситихилеринен кынаттаннар, признанияны багарабын. Лучшая школа болдум. Элбах результатта хого вескаттин, бир результат тохтур буллади, маннык вехатардар. Вот, школа уровнем котогар. Ну, процветание, конечно, развитие дальнейшего, чтобы все было хорошо, чтобы дети понимающие были, слушающие тренеров, ну и родители, соответственно, адекватные. Я очень рада, что мы 2 года назад узнали об этой школе. Нашему клубу я желаю всего самого лучшего, чтобы они продолжали развиваться, масштабироваться. И я уверена, что вот этот вот новый филиал, который открылся в ТЦ «Династия», это не последний филиал, и я уверена, что будут открываться новые подфилиалы еще и в других городах, и не только Якутии, но и всего Дальнего Востока, скорее всего. И Джон Туха мақтанауыт болған. Төрөптөргө мақтанауыт, оғыларын бейеқа, итағайын берелдер бұл бейеқа. Маннык бұл жоннор оғабытын тухары үйретектері, үшігеге үйретектері ден бейеқа доверяйдан оғыларын ағалаларға мақтанауыт. Оны табихеме ол доверияны қаяғапыт. Түһәм бербәпит, онна мен күскөлелі бит олтығыр. Мен улахан мақтал родительдерге көмек болалар бәнге, постоянно көмек болалар, поддержка болалар, олен улахан мақтал. Гайнялах варяға баға санағыт. Баға ханам денті бұл, опять же, сыларын бұл инеке докторын раскрывать секреты не буду, конечно, но бұл инекелерін ондық же бара тұрдынар. Ну, естественно, дұру не была лектанах. Кинер бар бұқтарын бұл проекттара, школалара сайдар тұрғары дальше. Бұл масштабность, охваттар әлбақ боларын гына, бұл атын уровеньге тақсаларын гына. Дальше никендеке баран хәлләргәр, әлбәх бәйләрен, билиләрен, көрүләрен жаңа әдәр поколенияга тирәдәнләргәр. Дигән аны кай үләли һәр тахтарага. Аны улатын хәлләргәр. Сайдан хәлләргәр. Вот. И нәһәчә яга болан алырларгар баря беременная дип дигән аны вообще бараката хәбит. Наконец-то у нас будет малыш. Вот. Ну, я хочу, чтобы они были еще развивались, конечно же, чтобы у них было много-много детей. Вот. И самое главное такое пожелание — это всегда оставаться теми, которыми мы были внутри, такими детьми, которые мечтают и достигают своих целей. Без этих, наверное, мечт не было бы и такого успеха. Поэтому я желаю успехов во всем и всегда идти к своей звезде. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И настало время розыгрыша нашего фирменного рашгарда. Условия конкурса. Придумать для меня никнейм, под которым я буду выходить на бой. Лучший комментарий мы выберем и подарим наш приз. Подробности в описании. Всем пока!